Здравствуйте, уважаемые родители, коллеги! Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Мы являемся сотрудниками Республиканского консультационного центра и готовы провести бесплатную консультацию для родителей, законных представителей детей дошкольного возраста. Консультации могут быть не только очные, но и дистанционные, по телефону или по электронной почте. По любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. И сегодня мы предлагаем рассмотреть и обсудить вместе с нами очень важные вопросы о том, как родителям подготовить ребенка с ограниченными возможностями здоровья к посещению детского сада, об играх, в которые можно и нужно играть с ребенком в период подготовки к детскому саду. Уважаемые родители, коллеги, в ходе вебинара у вас есть возможности задавать в чате вопросы нам. Мы обязательно на них ответим. В первую очередь предлагаем рассмотреть термин «дети с ОВЗ». Что же это такое? Под общим термином «дети с ограниченными возможностями здоровья» подразумевается широкая и неоднородная группа детей с различными заболеваниями. Они включают нарушение зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, расстройства поведения, а также комплексные нарушения здоровья. Отклонения в здоровье могут быть временными или постоянными, легкой или тяжелой степени. Дети с ОВЗ – понятие более широкое, чем дети с инвалидностью. Задержки в отклонении и развитии не всегда приводят к установлению инвалидности. У детей с инвалидностью расстройство функции организма стойкое. Его причиной могут быть врожденные дефекты или травмы. И тех, и других детей объединяет то, что они нуждаются в создании специальных условий, которые позволяют им осваивать образовательные программы. Подходы к обучению одинаковые, а программы различаются в зависимости от типа и тяжести заболевания. Существует 3 формы дошкольного воспитания и образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации. Первое – это в детских садах компенсирующего вида, где созданы все необходимые условия для воспитания и обучения детей с особенностями. Эти учреждения посещают дети с существенными отклонениями физического или психического развития. Второе. В группах компенсирующего вида в детских садах общеразвивающей направленности. И путем интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья по 2-3 человека в группу общеобразовательной направленности вместе со здоровыми детьми. Этот способ подходит для детей с легкими формами ограничения здоровья, но и для них необходимо создавать особые условия и обеспечивать индивидуальный подход. Какая именно форма дошкольного образования подойдет конкретно вашему ребенку, решает психолого-медико-педагогическая комиссия, ПМПК. Какие условия для коррекционной работы должны быть созданы в дошкольной образовательной организации? Особенный ребенок имеет все те же потребности, что и его здоровый сверстник, а также дополнительные потребности. В детских садах, которые посещают дети с ОВЗ, обязательно создаются условия для коррекционно-развивающей работы. Безбарьерная среда, специальное оборудование, индивидуальные планы и программы образования и сопровождения. Когда в детский сад поступает ребенок с ограниченными возможностями здоровья, воспитатель не должен и не остается с ним один на один. В работу включаются разные специалисты – психологи, логопеды, дефектологи. Они не только проводят индивидуальные занятия и занятия в небольших подгруппах детей, но и дают рекомендации воспитателям и родителям ребенка. Если заключение ПМПК предусматривает сопровождение тьютора, детский сад обязан его предоставить. В обязанности тьютора входит
как постоянное индивидуальное сопровождение одного-двух детей, так и координация работы всех специалистов учреждения, воспитателей и родителей. В последнем случае за тьютором закрепляется большее количество детей. Что же следует учесть воспитателю во время работы с особенными детьми? Прежде всего, воспитатели, работающие с детками с ОВЗ, должны понимать, что обучение и воспитание особенных детей требует несколько иных подходов. Традиционные методы взаимодействия не подходят. Такие дети быстро устают, могут иметь моторные трудности, низкую работоспособность, рассеянное внимание, расторможенность или, наоборот, заторможенность. Поэтому стоит дать им чуть больше времени на еду и одевание, сократить продолжительность занятий, чаще менять виды деятельности. В работе с детьми с ОВЗ больше, чем обычно, требуется индивидуальный подход и учет особенностей каждого ребенка. Индивидуальный подход не означает, что малыша с ОВЗ следует отстранять от группы сверстников. Наоборот, стоит включать его в общий процесс, давая ему посильные задания, создавая атмосферу доброжелательности. Понимая, что особенности поведения и сниженные способности ребенка к обучению – это следствие его болезни, а не каприза, педагог должен корректно оценивать динамику его развития. В педагогической работе важно найти положительные стороны личности малыша, сохранные функции и опираться на них в обучении и воспитании. Давайте рассмотрим, какие же рекомендации следует учитывать родителям по подготовке ребенка к посещению детского сада. Прежде всего, родителям нужно убедиться в собственной уверенности, что детский сад необходим для вашей семьи именно сейчас. Ведь ребенок отлично чувствует, когда родители сомневаются в целесообразности садовского воспитания. Любые ваши колебания он может использовать для того, чтобы воспротивиться расставанию с родителями. Легче и быстрее привыкают дети, у родителей которых нет альтернативы детскому саду. Прежде всего, нужно рассказать ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети и почему именно вы хотите, чтобы малыш пошел в детский сад. Расскажите о режиме детского сада, что, как и в какой последовательности он будет делать. Самостоятельность детей в одевании, в умывании и в еде высвобождает значительную часть времени для игр и другой полезной деятельности. Дети, которые владеют навыками самообслуживания, легче привыкают к детскому саду. В самообслуживании необходимо учить ребенка доводить начатое дело до конца. Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может обратиться за помощью, как он это сможет сделать. Ну, например, если ты хочешь пить, подойди к воспитателю и скажи об этом, и воспитатель нальет тебе воды. Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, а не отнимать игрушки, а также предлагать свои игрушки для игры. Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых сможет построить отношения. Задача родителей – ему помочь в этом. В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Чаще обнимайте и скажите: «Да, я понимаю, ты скучаешь без меня, что тебе иногда даже бывает страшно, но это в начале, а потом ты привыкнешь и тебе станет интересно. Ведь в детском саду столько всего нового. Ты у меня молодец, ты смелый, и у тебя все получится». Можно разработать вместе с ребенком несложную систему прощальных знаков внимания, и ему будет проще отпускать вас. Максимально сократите процесс прощания в утренние часы. Но если через месяц ваш ребенок еще не привык к детскому саду, проверьте список рекомендаций
и попытайтесь выполнить те из них, о которых вы забыли. Если же в сад приходят дети старше 3 лет, то жизнь такого ребенка существенным образом меняется. Ведь в саду строгий режим дня, отсутствие родителей, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, которое таит в себе много неизвестного и неожиданного. Может ли ребенок испытывать трудности в адаптации к детскому саду, если он не посещал ясли? Ответ однозначный, конечно же, может. Потому как дети приспосабливаются к новым условиям, их можно разделить на 3 основные группы. Первая группа – дети, которые реагируют на перемену обстановки нервным срывом. К этому еще прибавляются и простудные заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант, но постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома. Во вторую группу попадают дети без нервных расстройств. Они в детском саду начинают часто болеть. Еще происходит обмен всевозможными инфекциями. Подобную прививку могут выдержать далеко не каждый ребенок. У многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. Третью группу составляет большинство детей. Они посещают детский сад без особых потерь, более или менее с желанием. Обычный период адаптации составляет 3-4 недели. Если это время прошло, а ребенок не привык к детскому саду, то нужно задуматься и приглядеться, что его беспокоит. Также в привыкании к детскому саду нужно учитывать и разность темпераментов, различия характеров, ведь это очевидно, что холерикам и флегматикам также бывает сложно адаптироваться к детскому саду. А что уже говорить о более уравновешенных и в меру подвижных и медлительных сангвиниках? Холерики, особенно мальчики, нелегко переносят недостаток активности и движения в детском саду. Но труднее всего приходится медлительным детям, ведь их без конца подгоняют, торопят, и не один раз ругают за то, что они не успевают за общим темпом еды, сна и одевания. Если подобная кампания по искоренению непоседливости или медлительности поддерживается родителями дома, то опасность невротического стресса оказывается реальной. Может быть и так, что приструненный в детском саду ребенок перевозбуждается и расходится дома. В этом случае даже терпеливые родители могут выйти из себя и обрушить на него свой гнев. А ведь ребенок-то ни в чем не виноват. Генетически родители закладывают у ребенка такой темперамент. Поэтому лучшее, что можно сделать, перетерпеть самим взрослым и дать возможность ребенку выплеснуть в подвижных, шумных, экспрессивных играх свое накопившееся нервно-психическое напряжение. А детям с флегматичным темпераментом надо дать возможность побыть наедине с собой, чтобы полностью прийти в себя. Также замечено, что легче адаптируются дети общительных, контактных родителей, которые в детстве сами не испытывали проблемы с детским садом. Подтверждается и обратная картина. Если оба родителя не отличаются общительностью, ребенок не особенно тянется к сверстникам и предпочитает играть один. Приспособление к детскому саду может осложниться из-за таких, по мнению взрослых, мелочей, как отсутствие любимой игрушки, с которой ребенок привык играть и засыпать, привычной подушки и отсутствие своего места за столом. Родителям стоит заранее познакомить ребенка с детским садом, показать игровую комнату, спальню, игрушки, продемонстрировать, как удобно мыть руки, сидеть за детским столиком и играть в игровых зонах. Это первое свидание непременно должно быть окрашено теплым, участливым вниманием к новичку и уверенностью, что в его положительных качествах, умениях и знаниях, и в том, что он со своими новыми заботами непременно справится и будет чувствовать себя в детском саду как дома. Болевыми точками для ребенка, поступившего в детский сад, часто являются сон и еда.
Да и действительно, в любой группе оказывается, по крайней мере, несколько детей, которые уже не спят днем. Или не было заведено такого порядка дома. А может быть, напротив, в семье принуждали спать, несмотря на нежелание и невозможность заснуть. И теперь ребята пользуются любым случаем, чтобы не спать в группе. Бывает и так, что сон малыша нарушен из-за неблагополучия нервной системы. При ее органических нарушениях сон изменен с самого начала жизни. Крайне обеспокоен, прерывист, ребенок путает день и ночь. Здесь важно соблюдать циклы ночного и дневного сна, учитывать возрастной показатель длительности сна. Особого внимания требует и психологическая атмосфера в детских группах. Задача воспитателей и родителей помочь детям лучше привыкнуть к детскому саду, развить у детей навыки общения, защиты, помочь найти свое место и признание в группе. Только готовность родителей вступить в диалог с воспитателем может помочь ребенку сократить период адаптации в любом возрасте. А Наталья Витальевна расскажет нам об играх, которые помогут подготовить ребенка к детскому саду. Спасибо, Альбина Ивановна. Не секрет, что для ребенка дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности. Жизнь взрослых интересует детей не только своей внешней стороной. Их привлекает внутренний мир людей, взаимоотношения между ними, отношения родителей друг к другу, к друзьям, к другим близким, к самому ребенку, их отношение к труду, к окружающим предметам. Именно через игру малыши познают мир, осваивают простейшие бытовые навыки, проигрывают житейские ситуации, пробуют себя в новых ролях. Игра не только обучает, но и позволяет маленькому ребенку в доступной форме разобраться со многими психологическими и житейскими проблемами, которые постоянно встают у него на пути. Поэтому родители в ненавязчивой форме могут использовать игру как обучающее или коррекционное средство. Дорогие родители, очень важно, чтобы вы играли вместе со своими детьми. Игра детей не возникает стихийно, она складывается под чутким руководством взрослого и в совместной деятельности с ним. В будущем, когда дети усвоят навыки игры, они смогут это делать сами. В организации игр главными вопросами являются два: во что играть и как играть. Переносите в игру все, что окружает маленького ребенка. А вот как играть, многие родители не знают. И в этом вам помогут следующие рекомендации. Играя с ребенком, опуститесь рядом с ним, чтобы вы были с ним на одном уровне. Тем самым вы показываете, что играете с ним на равных. Подберите для игры яркие красивые игрушки. Их не должно быть слишком много, иначе детское внимание будет рассеиваться. Учитывайте размер игрушки. Слишком большие или слишком маленькие будут неудобны маленькому ребенку. Покупая новую игрушку, обязательно покажите, как в нее играть ребенку. Не умея в нее играть, малыш быстро утратит к вашему подарку интерес. И постепенно сокращайте свое участие в игре. Давайте ребенку возможность проявить свою собственную активность. И озвучивайте все ваши действия. Игра ни в коем случае не должна проходить в тишине. Новые звуки, слова, жесты, мимика активизируют, стимулируют ребенка к активной речи. И подберите правильное время для игры. Малыш не должен хотеть спать или есть, быть чем-то расстроенным. Лучше всего выделить специальное время в режиме дня именно для игр. И повторяйте игры. Ребенок может не сразу полюбить игру или запомнить правила, а когда игра уже хорошо усвоена, начинайте фантазировать. Можно менять героев игры или предметы, а можно изменить последовательность. Тем самым поднадоевшая игра вновь станет интересной ребенку.
Одним из важных педагогических условий, способствующих развитию игры маленького ребенка, является подбор игрушек по возрасту. Для малыша игрушка – это центр игры, материальная опора. Она наталкивает его на тему игры, рождает новые идеи, вызывает желание действовать с ней, обогащает чувственный опыт. Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию игры, в которые можно и нужно играть с ребенком в период подготовки к детскому саду. И с этими играми вас познакомит Альбина Ивановна. Хорошо всем известная игра домино. Даже если Кроха не умеет считать, он вполне может поиграть в это детское домино. Ведь на фишках вместо точек нарисованы различные картинки, которые помогут ребенку понять смысл игры. Шкатулку с таким домино легко взять с собой и на пикник, и в дорогу, и дома можно поиграть. Следующая игра – «Кот в мешке» или, по-другому, «Волшебный мешочек». Игра на догадку. Красивые красочные изделия можно взять, сделать их из картона, животные, фрукты кладут в мешок. Игроки должны узнать их с завязанными глазами, пощупав руками и назвать, что же это. Для малышей можно просто использовать знакомые им предметы. Настоящие фрукты, кубики, небольшие игрушки с киндер-сюрприза. Сложив это все в мешок, можно устроить игру, которая будет напоминать старинную забаву фанты. Также хорошо известная игра Memory. Такая игра тренирует зрительную память и способность сконцентрироваться. Из 12 пар картинок нужно найти два одинаковых изображения. А можно поставить игрокам запомнить, как лежали карты, и потом отыскать загаданную среди других в перевернутом состоянии. Весьма ценными являются игры детей с театрализованными игрушками. Они привлекательны своим внешним ярким видом и умением разговаривать. Изготовление всей семьей плоских фигур из картона и других материалов дает возможность самостоятельно разыграть знакомые произведения художественной литературы, придумывать сказки. Ну, например, в период адаптации можно придумать и такую сказку. Жил на свете маленький зайка, и вот пришло время идти ему в детский сад. Мама-зайчиха отвела зайку в детский сад, а сама ушла за морковкой. Зайке сначала было страшно, ему хотелось плакать, но он все время сдерживал слезы, потому что не хотел расстраивать маму. Потом он подружился с воспитателем и с детьми, и оказалось, что в садике очень даже интересно. Здесь ведь учат рисовать, лепить фигурки из пластилина. Даже есть музыкальные занятия, на которых танцуют и поют песенки. День в детском саду проходит очень быстро. А вечером за зайчиком пришла мама и увидела, что он уже не плачет, и очень этому обрадовалась. Вместе они радостные ушли домой. Вот такие короткие сказки могут придумывать родители для своих малышей. Обычно, когда родители занимаются домашними делами, ну, например, уборкой квартиры, приготовлением пищи или стиркой, ребенок или играет с игрушками, или смотрит телевизор. А ведь можно попробовать заняться с ребенком даже тогда, когда кажется, что сделать это невозможно. Давайте рассмотрим. Следующие игры помогут развить мелкую моторику. Если вы печете пироги, предложите ребенку на рассыпанном ровным слоем поверхности муки нарисовать картинку, написать буквы, цифры, прямые, волнистые линии. Если вы готовите, например, яичницу, предложите ребенку мелко-мелко наломать кусочки яичной скорлупы, а из этой скорлупы составить картинку, как из мозаики. А потом ее можно раскрасить даже красками. Но если вы варите макароны или рожки, то можно предложить собрать бусы. Также можно предложить ребенку обвести на бумаге любой домашний предмет. Например, заштриховать карандашом
в различных направлениях какой-нибудь предмет, например, яблоко нарисовать или любой другой фрукт. Следующие игры помогут развить память. Попросите ребенка посмотреть и запомнить, какая была комната до уборки. Пусть он ее нарисует, посмотрит, нарисует, что стоит на столе, что лежит на подоконнике, а затем сравнит ее после уборки и найдет отличия, а рисунок поможет ему в этом. Дальше можно попросить ребенка побывать в роли наблюдателя. Он должен внимательно следить за вами в течение какого-то времени, ну, например, 5 минут, а затем должен назвать по порядку все ваши действия. Для тренировки зрительной памяти хороша следующая игра. На столе лежит несколько предметов. Ребенок на них смотрит, запоминает в течение 10-15 секунд, а потом отворачивается. А вы или убираете, или добавляете какой-нибудь предмет. Малыш должен его назвать. Можно так играть прямо на кухне, когда вы готовите еду. Такие игры не обременительны, но весьма эффективны. А какие же игры можно предложить детям 5-7 лет? Наталья Павловна, расскажите. А с детьми старшего дошкольного возраста, 5-7 лет, можно играть в игры на развитие внимания. Посоревнуйтесь с ребенком. Вы ищете предметы, находящиеся на звук «п» или другую букву. На кухне, а он в комнате. Или, делая уборку в комнате или готовя пищу, можно сыграть в такую игру. Вы называете любые слова, читаете стихотворение, сказку или поете песню, а ребенок должен хлопнуть в ладоши каждый раз, когда он встретит слово, начинающееся со звука «к», «м», «б» и так далее. Также существуют игры на развитие пространственных представлений. Найди предмет. Играть в эту игру можно в любом помещении, например, когда вы убираете комнату. Вы загадываете предмет. Ребенок должен найти его, выполняя ваши команды. Например, шаг вперед, 2 шага влево, посмотри вниз и так далее. Затем ребенок загадывает предмет, а вы его находите, выполняя команды ребенка. Учите детей видеть свои преимущества, уважаемые родители. Говорите чаще ему о том, какой он у вас замечательный, что он лучше всех и как вы его любите. Избегайте сравнений с другими детьми. Не говорите ему, что у него когда-то чего-то не получается, что он ничего не умеет, что он ни на что не способен. Любите и будьте любимы. Уважаемые слушатели, по любому интересующему вас вопросу наши специалисты проведут для вас бесплатную консультацию. Записаться на консультацию можно по телефонам или по электронной почте, которую вы видите на слайде. Уважаемые слушатели, родители, коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам хочется надеяться, что мы смогли вам найти ответ на вопрос о том, как в семье подготовить ребенка с ограниченными возможностями здоровья к поступлению в детский сад. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч. До свидания.